Слабых мест в обороне противника не обнаружено. Колганский тракт под контролем дотов и дзотов. Обходного пути на Колган нет. Нет, говоришь? Так точно, товарищ командующий. Долина смерти. Все-то нас пугают. То хульбиганами, то еще какой-то мистикой. Хульбиганами и сальсар. В этом эпизоде фильма «Через Гоби и Хинган» режиссеров Василия Ордынского и Бадрыхана Сумху командующий советско-монгольской конно-механизированной группой генерал-полковник Иса Плиев находит способ взломать Колганский укрепрайон, последний рубеж обороны на пути к Пекину. До Плиева провести войска через безводную пустыню Гоби сумел лишь один великий полководец прошлого – Чингисхан. Но у него не было танков, артиллерийских тягачей и машин, которым надо было где-то доставать топливо и тратить тонны бесценной для пустыни воды. Однако герой Советского Союза, генерал-полковник Иса Плиев, недаром получил репутацию мастера дерзких и стремительных рейдов. В начале 1979 года первому секретарю Ставропольского крайкома позвонили из Северной Осетии. Руководство республики просило прервать гастроли национального ансамбля «Алан». Это неслыханно. Срыв гастролей – политический вопрос. «Я буду жаловаться в ЦК», – горячился первый секретарь, но ему объяснили: генерал армии Иса Плиев, национальный герой, приезжает в Осетию. Он тяжело болен и просил лишь об одном – посмотреть выступление ансамбля. «Плиев!» – воскликнул главный партиец Ставрополья. В годы войны его, мальчишку, спасли от немцев именно кавалеристы Плиева. Отзывайте ансамбль. Иса Плиев – герой не только Осетии. Таким невероятным уважением пользовался генерал при жизни. Однако после смерти появилось немало обвинений в его адрес. И главным стал расстрел якобы по приказу Плиева мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Но мог ли и в самом деле запятнать себя подобным приказом военачальник, в руках которого были даже не вопросы мира и войны, а выживание человечества? Хангакафт – танец приглашения. Один из самых деликатных и благородных среди осетинских танцев. Юноша движется кругами вокруг девушки, словно пытаясь заглянуть ей в глаза, а она ускользает. Медленно и деликатно, но одновременно страстно, сужая круг, танцор приближается к ней вплотную, пока круг не становится столь малым, что девушка может либо двигаться вместе с партнером, либо, закружившись на месте, дает понять, что не хочет танцевать с ним. И когда наставал такой момент, родственники девушки, которая танцевала, хватались за ножны кинжала, приподнимали его, значит. Почему? Потому что, не дай бог, коснись девушка парня или парень девушки, это уже считалось очень-очень некрасивым поступком и могло закончиться и кровопролитием. Это и был момент истины. Мужчина, воин, защитник давал женщине понять, что готов рискнуть за нее даже жизнью. Иса Плиев с детства считался отличным танцором, и потому, быть может, вся его жизнь была похожа на танец. Иса родился в 1903 году в семье бедного крестьянина Александра Плиева, селение Старый Батако. Брался за любую работу, которая могла ему принести хоть какой-либо доход. Но денег все равно катастрофически не хватало. У него была довольно большая семья, 2 дочки и 2 сына. Ему нужно было дать образование сыновьям, это была его заветная мечта. Эта мечта заставила главу семейства Александра Плиева завербоваться на шахту в далекой и загадочной стране Канаде, поручив старшему сыну Исе заботу о матери, сестрах и младшем брате. А старшему было всего 7 лет. Пока соседские мальчишки играли, Иса нанимался пасти чужие отары или делать другую работу. К ночи вечно голодный мальчишка буквально падал без сил. И снились ему сны. Отец въезжает на их двор на красивом коне. Улыбаясь от гордости, вкладывает в его руку поводья горячего скакуна. Подарок сыну.
а потом везет его во Владикавказ учиться. Это были его две главные мечты. Прийти домой в красивой форме реального училища и победить на скачках. Однако за океаном на шахте случился обвал. В 12 году отец погиб. Иса было 9 лет. Но к нему очень хорошо отнесся дядька. Он его устроил в реальное училище. В реальное училище тоже трудно было устроить ребенка. Но дядя сделал все, чтобы еще получил образование. В 1918 году Кавказ заполыхал. Белые, красные, националисты и просто бандиты – все бурлило в котле гражданской войны. 10 марта 1918 года крупная банда напала на осетинское село Старое Батако. Убили священника, взорвали церковь. В это время все мужчины были в соседнем селе, потому что именно там ждали нападения. 15-летний Иса с другими подростками и стариками, вооружившись кинжалами и ржавыми ружьями, прикрывал отход женщин и детей в горы, а затем, стоя на пепелище отчего дома, принял решение вступить в Красную армию. В отряде особого назначения он сразу выделился как искусный наездник. Однажды отряд попал в засаду. Иса, пришпорив коня, полетел вперед и вдруг откинулся в седле, бессильно раскинув руки. Конь, волоча тело всадника по инерции, проскочил засаду. Плиев немедленно ожил, выпрямился в седле и несколькими точными выстрелами уложил бандитов. Командование, увидев, что Иса Плиев способный, умный, храбрый воин, направляет его на учебу в Борисоглебско-Петроградское кавалерийское училище в 23 году. По окончании училища новоиспеченный красный командир Иса Плиев сам стал преподавать в Северокавказской кавалерийской школе горских народностей в Краснодаре. Именно здесь произошло его знакомство с будущей женой. С Катей Чехоевой Плиев встретился в дружеской компании у земляка. Попытка кавалерийским наскоком завоевать сердце горянки с треском провалилась, но отступать было не в характере Исы. В 1930 году Плиева направили в Москву на учебу в военную академию РККА имени Фрунзе. Однако с любимой Катей Иса расстаться уже не мог. Он срочно заслал сватов в село Катгарон, где жили Чехоевы. Осетинское сватовство неспешное. Трижды сваты должны посетить дом невесты, и каждый раз отец должен степенно воздерживаться от окончательного ответа и назначать дату следующего приезда. Но это только в том случае, если он не против союза. Старший же Чехоев был против и едва не выгнал сватов Плиева с порога. Времени на традиционные церемонии у молодого командира не было, и тогда пригодился его талант танцора. Всю душу вложил Иса в танец, и как ни суров был отец, увидел он и силу любви, и надежность воина, защитника, которому можно доверить обожаемую дочку. Так началась совместная жизнь четы Плиевых. После академии Ису направили служить в штаб кавалерийской дивизии на Украине. Только успели обжиться в Киеве, как последовал перевод советникам в Монголию. Едва Плиев сумел наладить работу Объединенной военной академии в Улан-Баторе, как уже с маленькой дочкой опять пришлось сниматься с места. Ису назначили командиром полка в Белоруссии, где он принял участие в освободительном походе в Западную Белоруссию. И вместе с Плиевым все тяготы службы делила его семья. Нина отмечала, когда сюда приезжала, я, говорит, его очень любила, он был хорошим отцом, но я его редко видела. Ну, такой человек как мог дома сидеть? Конечно, но когда в редкие минуты приезжал домой, он был очень ласковым, очень добрым, ласковым отцом. Плиевы жили очень дружно и крупно поссорились только раз. В июне 1941 года. Плиев тогда вновь учился, теперь уже в военной академии Генерального штаба в Москве. Накануне они выбрались вместе погулять по ВДНХ. 8-летняя Ниночка выпросила у папы несколько порций любимого мороженого. Смеялись, шутили. Хороший был день. Последний мирный. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны,
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Едва объявили о начале войны, полковник Исаплиев подал рапорт об отправке на фронт и вскоре получил назначение на Северный Кавказ. Там формировалась 50-я отдельная кавалерийская дивизия, командиром которой его назначили. Вот тогда они и поссорились с женой. Жена, как только узнала, что Исаплиев уходит на фронт, начала проситься с ним вместе, чтобы тоже идти, чтобы они были вместе. На что Исаплиев ей ответил категорическим отказом. Он сказал, что у них дочь, и если, не дай бог, что-то случится с ним, то хотя бы она воспитает дочь. Всего через месяц после начала войны 50-я кавалерийская дивизия полковника Плиева, сформированная в основном из казаков, прибыла на Западный фронт. Конникам пришлось сходу вступать в бой. В долине реки Меж под Смоленском казаки Плиева смяли передовые заслоны и стремительным броском вышли в тыл врага. Одиночными разъездами, эскадронами и полками врывались плиевцы в расположение штабов и тыловых учреждений врага, сея страх и панику. На самом деле идея формирования рейдовых кавалерийских дивизий, которых очень много наштамповали летом 1942 года, она была не самая богатая, поскольку они были слабы, эти дивизии, и, собственно, рейды, которые имели место летом 1941 года, они не принесли ожидаемого результата. Именно слабость отдельной кавалерийской дивизии подтолкнула командование Красной Армии к созданию более крупных соединений. Вскоре дивизия Плиева вошла в знаменитую отдельную кавалерийскую группу Льва Даватора. Двух конников связала настоящая мужская дружба. Вместе они разработали и воплотили идею большого рейда по тылам врага. 23 августа 1941 года внезапным мощным броском конники прорвали оборону немецко-фашистских войск на нескольких километрах фронта и устремились в тыл 9-й немецкой армии. Были донесения, что в тылу у немцев не кавалерийская дивизия, а целая конная армия. Немцы были вынуждены снимать боевые части с фронта, снимать технику. Появление кавалерии Красной Армии, углубившейся на 100 километров в тыл врага, вызвало панику среди немцев. Гитлеровское командование издало специальный приказ об истреблении казачьего отряда. Однако 2 сентября 1941 года отдельная кавалерийская группа через болото буквально выскользнула из-под носа немецких войск и вышла к своим. Конница показала себя способной проводить операции, которые не способны осуществлять механизированные части. Главным достоинством конницы была ее высокая проходимость в условиях бездорожья. И опять же возможность опираться на местные ресурсы в отношении снабжения. То есть если танку вы не положь нужно горючее, и горючее специфическое, то лошадь от этого зависела меньше. Из этого рейда два полковника, Лев Даватор и Исаплиев, вернулись генерал-майорами. 11 сентября вышел приказ о присвоении им звания. В конце октября, когда немцы были в 30 километрах от Москвы, 50-я кавалерийская дивизия вновь отличилась. В сложнейших условиях казаки Плиева насмерть стояли у Волоколамского шоссе, отбивая атаки немецких моторизованных и танковых частей. Как и вся группа Даватора, они прославились тем, что ни разу не отошли без приказа. Действительно, существовали жесточайшие приказы не оставлять позиций, однако в реальности этот приказ ни шагу назад, он все же оборачивался ни шагу, немотивированному шагу назад. По каждому случаю отхода проводилось расследование. И вот группа Даватора и лично Плиева никогда не были героями такого расследования в кавычках. То есть им удалось этого избежать. Как особо отличившаяся в боях в ноябре 1941 года, 50-я кавалерийская дивизия Плиева была преобразована в 3-ю гвардейскую. Тем же приказом отдельная кавалерийская группа стала 2-м гвардейским кавкорпусом. Когда началось контрнаступление под Москвой, кавалеристы Плиева и Даватора вновь оказались на острие удара.
Двинувшись 13 декабря вне дорог по непроходимой для пехоты снежной целине, конница неожиданно вышла в тыл 9-му армейскому корпусу немцев, оборонявшемуся между Истрой и Звенигородом. Бросив большую часть тяжелого вооружения, немцы вынуждены были отступить на 20 километров. Однако и конники не обошлись без потерь. 19 декабря в районе деревни Палашкино пулеметная очередь сразила Льва Даватора. Когда Иса Плиев узнал о том, что погиб Даватор и в соседнем селе, значит, он туда прискакал и, как описывают очевидцы, очень долго смотрел на мертвого своего друга. Вот. Потом, значит, снял свою бурку, накрыл погибшего Даватора буркой, вот так вот расстался с ним. Он очень многое помогал и семье Даватора после этой трагедии. После гибели Даватора 2-й гвардейский кавалерийский корпус возглавил генерал-майор Иса Плиев. Корпус сыграл важную роль в битве под Москвой. По итогам боев Плиев был награжден орденом Ленина. Впрочем, вскоре ему пришлось расстаться с даваторцами. Весной его срочно направили командиром 5-го гвардейского кавалерийского корпуса на Юго-Западный фронт. Для Плиева было тяжелейшим испытанием, когда корпус был в резерве фронтовом. Начинается операция «Блау» немецкая, фронт падает, и корпусу нужно было упредить немцев в захвате плацдармов на нескольких реках, которые стояли на пути немцев. Корпус двигается, опять же, под ударами с воздуха. Ночь короткая. Приходится всячески избегать разгрома силами немецкой авиации. Подходит к реке, видит, что плацдарм уже занят немцами, причем занят немецкими танками. Командующий армией генерал Гордов не поверил Плиеву. Мол, по данным разведки, танков на этом берегу нет, лишь небольшие группы автоматчиков, и потребовал наступать. Однако вместо безумной атаки на танки Плиев дал распоряжение своему корпусу занять оборону. Он приказал вытащить с ремонтных баз все, что могло двигаться и стрелять. Так генерал получил несколько танков Т-34 и легких Т-60, одновременно перехватив все отступающие части и создав вторую оборонительную линию. Если бы он бросил конницу, повинуясь буквальному прочтению приказа, там бы 3-й гвардейский кавалерийский корпус и лег бы. Но Плиев под свою ответственность отказывается от этой атаки, перегруппировывается, и тут оказывается очень вовремя, поскольку немцы обходят справа-слева, следует глубокое окружение его корпуса, и он с боем прорывается до Дона. 9 июля 1942 года на западном берегу Дона, возле села Колодезного, Плиев обнаружил: дорогу к переправе перекрыли десятки воинских частей и подразделений. Справа и слева от дороги сгрудились в беспорядке десятки тысяч гражданских со скарбом, сотни тракторов и повозок, лошадей и крупного рогатого скота, свиней и овец. Казалось, от фашистов не уйти. Через Дон ходил один утлый паром. Никого из старших офицеров на переправе не было. Неожиданно в толпе Плиев увидел женщину, на руках малыш, за подол держатся еще 4. Сердце генерала сжалось. Он вспомнил свою мать с сестрами и младшим братом в момент нападения бандитов на Старый Батако. Вот только рядом с ними не было подростка, сжимающего ржавый кинжал отца и готового защищать даже ценой жизни. «Не плачьте», — сказал Плиев, подойдя к женщине. «Обещаю, я перееду на тот берег только когда все до последнего человека будут в безопасности на восточном берегу Дона». Как старший офицер, Плиев немедленно принял командование переправой. Казаки быстро рассредоточили людей, выставили охранение и заслоны, раздобыли лодки и материалы. За ночь по приказу командира корпуса сколотили несколько больших паромов. За 3 последующих дня вся масса людей, техники и животных была переправлена за Дон. Плиев выполнил обещание и покинул берег в числе последних. Как только положение наших войск стабилизировалось, Плиева перебросили на горячий участок фронта севернее Сталинграда, где он возглавил 3-й гвардейский кавкорпус. В этих боях Плиев подтвердил звание военачальника, способного на неординарные решения.
25 августа 1942 года в бою за высоту у хутора Калмыковский казаки взяли в плен немецкого солдата, от которого узнали, что ночью немцы будут производить смену частей. Александрович принимает дерзкое решение нанести удар именно в тот момент по немцам, когда будет происходить смена частей. Но для того, чтобы осуществить этот план, нужно было до каждого нашего кавалериста довести. По радио нельзя было передать, потому что могли перехватить немецкие радисты. И он решил передать свой приказ на эстонском языке. Он так и сделал. А в это время немецкие радисты подняли целый переполох, что русские применили новый код какой-то, мы не можем расшифровать. После ночного боя высоты были захвачены. Позже они сыграли важную роль в окружении немецких войск под Сталинградом. Плиев был один из тех, кто готовил фундамент операции «Уран». Операция августа 1942 года, проводившаяся 63-й и 21-й армией, первоначально против итальянцев и немцев, позднее против немцев и румын. Захватили плацдарм на Дону, с которого можно было рвануться во фланг и тыл немцев. Корпус Плиева успешно действовал и в завершающей, наступательной фазе Сталинградской битвы. Именно его войска замкнули с севера внешнее кольцо вокруг армии Паулюса и сдержали первые попытки деблокировать окруженных. Плиев, умело маневрируя, создал иллюзию у немецкого командования, что перед ними едва ли не целая армия. На самом деле войск позади не было, а корпус к тому времени потерял почти половину состава. Это ближайшая точка для деблокирования Паулюса, то есть откуда можно было пробиться к котлу. Если бы немцы там двинулись дальше, то есть если бы они поняли, что им ничего не угрожает, можно двигаться дальше. А так их, прижимали к земле конники. В 1943 году Плиев впервые расстался с кавалерией. Его назначили заместителем командующего 5-й гвардейской танковой армии, а затем и вовсе заместителем командующего Степного фронта. В этом новом для себя качестве Плиев принял участие в грандиозной битве моторов на Курской дуге. И сразу после ее окончания обратился к командованию с предложением о создании необычного воинского соединения – конно-механизированной группы, состоящего из одного кавалерийского и одного механизированного корпусов. Механизированный корпус был силен пехотой, которая перевозилась на автомашинах. При этом конница обеспечивала как и действия в сложных дорожных условиях, так и прикрытие с фланга, возможность танкистам продвигаться дальше на большую глубину. Первые же действия конно-механизированной группы под командованием генерал-лейтенанта Плиева в марте 1944 года принесли ошеломляющий успех. Введенная в бой в полосе 3-го Украинского фронта группа совершила дерзкий рейд по тылам противника и буквально разрезала 6-ю немецкую армию. За эту операцию Плиев был награжден полководческим орденом Суворова первой степени. Успешным оказался и новый рейд в начале апреля на Одессу. За 10 дней в условиях весенней распутицы огромная масса конницы и танков, форсировав сходу Южный Буг, прошла около 200 километров и 9 апреля ворвалась в Одессу с запада, откуда немцы не ждали удара. А уже 10 апреля Одесса была освобождена. Обходя Одессу, нужно было взять еще населенный пункт, где находилась водокачка. Они прекрасно понимали, что если сейчас будет прямой удар по Одессе, то немцам удастся взорвать эту водокачку, и город останется без воды, начнутся эпидемии, грязь и все такое. 16 апреля 1944 года за умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм, генерал-лейтенанту Иссе Плиеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Удивительный человек, который своим примером увлекал всегда в бой солдат. Он никогда не прятался ни за чьи спины. Вот как Василий Иванович Чапаев говорил, на лихом коне впереди врывается во вражеский стан. Вот это то, что делал он. Вскоре соединение генерала Плиева было преобразовано в 1-ю гвардейскую конно-механизированную группу.
Она успешно действовала при освобождении Минска и Западной Белоруссии, а затем Австрии, Венгрии и Чехословакии. Свой танец в День Победы Иса Плиев станцевал в Праге. Первый украинский фронт шел с севера, от Берлина, а я от второго украинского фронта своими корпусами и дивизиями шел отсюда от Брно на северо-запад, еще, и потом строго на север. Вот, и вышел на южную окраину города. Ну, наш командующий фронтом Малиновский не знал о том, что мы вошли в Прагу. И, к сожалению, это дело осталось как-то в тени, а вся слава досталась Первому Украинскому фронту. В конце мая 1945 года Плиев наконец приехал в Москву. Высокий, голубоглазый и очень худой, он вихрем ворвался в дом, где жили жена и дочь, с чемоданом, набитым сладостями из знаменитых пражских кондитерских. Дочь вспоминает, что он очень любил сладкое поесть. Приезжая, он привозил 2 чемодана. Один чемодан с книгами, другой чемодан, значит, с конфетами. Опытным взглядом врача Катерина видела, как измотан Иса. Не знала она только, что буквально месяц назад он получил тяжелейшую контузию и перенес ее на ногах. Однако передохнуть у Исы Плиева времени не было. 24 июня 1945 года он прошел по Красной площади в составе сводного полка 2-го Украинского фронта, уже зная, что вскоре ему предстоит еще один, невероятный по сложности рейд сквозь пустыню Гоби. Монголы прирожденные кавалеристы. Как называется это шесть с петлей? Урга. Урга? Ага. Позже Плиев назовет пустыню Гоби врагом номер 2. Однако, по сути, пустыня была главным врагом. По всем расчетам, войскам советско-монгольской конно-механизированной группы не хватало транспорта, чтобы доставлять в наступающую армию воду с тыловых баз. Как решить эту проблему, Плиеву как раз и подсказала монгольская Урга. Вот что, надо наподобие этой вашей Урги выбрасывать далеко вперед небольшие подвижные отряды для захвата источника. Бросок через Гоби был классическим рейдом в духе Плиева. Фланги фронта были открытыми. Соединения и части группы наступали без расчета на активную поддержку соседа. При такой тактике все решала скорость. Стоит задержаться на час-два, и фактор внезапности будет утрачен. Противник успеет изготовиться к обороне, а значит, не избежать большой крови. Поэтому Плиев без устали гнал войска вперед. Не раз он сам следовал впереди основных сил, собственным примером, подгоняя бойцов. Однажды машина Плиева вновь оторвалась от основных сил и въехала прямо в занятый противником город Жэхэ. 2 солдата японского патруля буквально остолбенели, поднимая руки. А Плиев, между тем, думал, возвращаться к своим уже поздно. Можно, пользуясь паникой и страхом, силой захватить штаб и принудить командование гарнизона сдаться, но тогда обязательно поднимется стрельба. Плиев жестом подозвал японских солдат, мол, покажите дорогу в штаб. Из здания вышли офицеры во главе с начальником гарнизона. Плиев вышел из машины и встал, показывая, что ждет доклада. Японец молчал. Сколько длилась эта борьба нервов, Плиев не знал. И все же японец не выдержал, заговорил первым. Плиев тут же строго прервал его. «Я советский генерал, предлагаю сложить оружие, и тогда я сохраню вам жизнь». Тут, как в танце, Плиев шел по самому краю, заглядывая в глаза удачи. Любой неверный жест, даже интонация, и все могло кончиться его гибелью. Это он мог просто приказать расстрелять меня. Ну, у него даже вооруженная есть, а я стою один. Но, видимо, все-таки он перепугался. Испугался основательно, видимо. И притом он сперва сомневался, являюсь ли я действительно генерал-полковником таким-то. А потом он говорит, что мы знаем, что есть в советской армии такой генерал-полковник.
Но мы знали, что он в Европе. Я говорю, ну в Европе мы закончили с Германией. Я говорю, вот приехали теперь для того, чтобы поговорить с вами. 20 августа 1945 года гарнизон Жахе около 10 тысяч штыков капитулировал. Приказ Сталина о прекращении боевых действий остановил войска Плиева всего в 40 километрах от Пекина. Если бы его освободили советские части, да, то за кем бы потом мог пойти народ Китая? Ну, тут бы могли сказать, что, знаете, вот захватчики, там какие-то другие слова, да, и все такое. А тут получалось, что сама Народно-освободительная армия Китая во главе с коммунистами, во главе с Мао Цзэдуном освободили город Пекин. Поэтому наши части в освобождении Пекина они не принимали участие. Советское руководство высоко оценило действия Плиева во время боевых действий против милитаристской Японии. 8 сентября 1945 года генерал-полковнику Исе Плиеву было присвоено звание дважды Героя Советского Союза. Не осталась в долгу и Монголия, которая по результатам войны, наконец, обрела международное признание. В 1971 году Плиев стал героем Монгольской Народной Республики. Казалось, войны для Плиева закончились, но в июле 1962 года он вновь оказался на острие войны, холодной, которая едва не переросла в ядерную катастрофу. Именно ему было доверено командование советской группой войск на Кубе во время Карибского кризиса. Карибский, кубинский кризис 1962 года. Резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. Это объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции. В ходе операции «Анадырь» на Кубу были тайно доставлены 40 ядерных ракет средней дальности, а также свыше 40 тысяч советских солдат и офицеров. Многие в высшем советском командовании и политическом руководстве были уверены, назначение генерала армии Плиева на роль командующего группой войск на Кубе – ошибка. Ведь ему давались полномочия в случае нападения на Кубу или советские войска применить тактическое ядерное оружие без санкций Москвы. Еще великий русский военный теоретик и практик Драгомиров говорил о том, что хороший командир подобен квадрату. То есть, когда есть ум и воля, вот когда они друг другу равны, поскольку человек с большим умом, но слабой волей запутается в сомнениях. Человек, у которого много воли, но меньше ума, он примет неверное решение. И вот Плиев был как раз человеком, который был близок к вот этому квадрату, тем и был ценен для командования. 1962 год стал особенно тяжелым для генерала. Незадолго до его отлета на Кубу произошли трагические события в Новочеркасске. Александр Солженицын в своем художественно-историческом произведении «Архипелаг ГУЛАГ» описал, как падали русские дети, сраженные выстрелами солдат кавказской внешности, как осетинский генерал-палач по прозвищу Пли отдал приказ стрелять по толпе из автоматов, и, глядя на эту картину, рыдал даже бывший офицер НКВД. Но было ли так в действительности? Я поехал туда, потому что для того, чтобы хоть что-то достоверное получить, нужно приехать на место событий. И буквально с рулеткой в руках облазил всю площадь, все померил. И с тем, что рассказывалось в архипелаге ГУЛАГе, очень многое стало не совпадать. Просто не совпадать по факту. Но вот Солженицын там не был, а я там был. Собранные факты говорят о том, что военные всеми силами стремились избежать трагедии. Ни Плиев, ни кто-либо из других военачальников Северо-Кавказского округа не отдавали приказ открывать огонь по безоружным рабочим. Достоверно подтвержден лишь один эпизод, когда солдаты вынужденно открыли огонь на поражение, защищая себя и оружие от толпы. Возвращаясь к роли Иссы Александровича, когда он получил известие, его просто вызвали, и он приехал туда,
Ну, что он увидел? Он увидел, что по городу гуляют толпы, которые громят уже и магазины, громит милицию. И вот там стреляли. И там были первые раненые и убитые. Но в числе там 1-2 человек и так далее. Это не расстрел на площади. Так кто стрелял по людям на центральной площади Новочеркасска 2 июня 1962 года, когда погибло более 20 демонстрантов и еще более 60 получили ранения? Прокурорская проверка, проведенная в июне 1992 года Главной военной прокуратурой по поручению Первого съезда народных депутатов, виновность Плиева не установила. Вот выдержка из этого документа. Учитывая негативное отношение командования округа к использованию войск для наведения порядка, указание о применении оружия на поражение было отдано не Плиеву, командующему округа, и его подчиненным, а неустановленным следствием должностным лицам другого ведомства. Да и мог ли генерал Плиев отдать приказ стрелять по безоружным, хотя бы в силу своих личных качеств и представления об офицерской чести? У него совершенно другое представление о чести. Я не думаю, что если бы ему довелось отдать приказ стрелять, с которым он был бы не согласен, он бы потом застрелился. Он бы не остался жить. Когда в 1979 году генерал армии Иса Плиев в последний раз приехал на родину, в Осетию, его встречали как национального героя. На сцене Владикавказского драматического театра выступал специально прервавший гастроли ансамбль «Алан». Неожиданно танцоры встали в полукруг и запели: «В огне, в дыму атак не дрогнет наш земляк. Солдаты им горды, недаром 2 звезды он носит на груди». Нет более высокой для осетина чести, чем когда про него сложат песню. Покидая Владикавказ, растроганный теплой встречей, Плиев полушутя попросил: «Будете ставить мне памятник, поставьте как всаднику. Белый каменный конь летит над Владикавказом, а в седле всадник на фоне неба и гор, среди которых он вырос и стал защитником».